buongiorno, bonjour, mes amis, namaste, bon dia, guten tag, buenos dias. Salam, minnem kaderli dostlar. Salam. Для меня это огромный азарт. Во-первых, это мое любимое дело. Во-вторых, это язык, который я сам начал изучать очень недавно. Дмитрий Петров, всемирно известный полиглот, владеющий более чем 30 языками, прибыл в Казань, чтобы представить свою авторскую методику и доказать, что вместе с программой «Татарский» с Дмитрием Петровым язык учить несложно, но еще и интересно. С этого момента, как я замолчу, начинаете уже получать удовольствие. Уже получаем. Молодцы. Тогда я, наверное, зря сказал. Давайте еще здание тоже получим. Один преподаватель, 8 учеников и один на всех вызов. За 24 урока выучить татарский язык. Я иду на это осознанно. Когда катишься с горы или там, на водных лыжах, или какой-нибудь еще такой экстремальный спорт, это страшновато, но это классно. Это очень приятно. Я себя чувствую как на экзамене. Да, вот пока есть волнение, да, но при этом очень интересно посмотреть, вот в каком формате уже сейчас это будет преподнесено. Я вот сейчас уже подбираю, какую рубашку. Как помню, в первом классе, когда пошел 1 сентября, мне мама так вытащила рубашечку. Вот так эти красивые. Я сейчас немножко тоже синий, кстати. Чечок и рубашка. Да, 1 класс, 1 раз. Сейчас общий план. Все, уже не снимайте. Дайте поесть. У меня ощущение сейчас другое, что я стою там, перед входом в какую-то комнату с новыми интересными событиями и приключениями. Я в Татарстане, надо хотя бы какие-то вещи знать о местных традициях, языках. Первый день я хочу пожелать избавиться от одной очень противной и негативной вещи, от страха. Перестать ощущать татарский язык, в данном случае татарский язык, как что-то чужое и народное. Это должно стать своим, приносить удовольствие и вызывать чувство свободы и гордости. Вот смотрите, вот это ваша позиция, это ваши места на запись. Все, приготовились. Через паузу можно. Кадерли Дуслар. Ну, пока мы ограничимся приветствием, потому что все остальное в ходе нашего курса мы будем осваивать. Первый день, я считаю, что прошел очень удачно. Идет эта отдача и через камеры, через свет туда, на пульт, где я сижу и нажимаю кнопки. Через паузу можно. Уча других, учишься сам, потому что только когда начинаешь рассказывать о чем-то другим людям, очень много начинаешь структурировать для себя самого. И, конечно, чувствуется, что многие из тех, кто присутствует, что-то вспоминают. Мне запомнилось слово, которое произносила Арина, ошибившись. Мы изучали, получается, слова «шлим» и «биим». Это танцевать и работать. Она их как-то соединила, и у нее получилось «бешлим». Мим бишлим? Ну, это будет примерно означать «я работаю, танцуя». Или танцую и при этом работаю. Азгане. У нас любимое слово, общее наше любимое слово – это ямарка. Сергей вот очень его часто использует. Еще мне нравится слово «карак». Ну, с детства как-то. Это и какой-то и кырт немножко, и что-то такое рычащее, и при этом такое какое-то сжатое. Юморка. Слово с юмором. Я думаю, для всех это одно и то же слово – юморка. Самые для меня необычные слова такие, как «ю», там «бие», то есть, и, например, слово «селеше», «селешерге». Вот, то есть это слова, которые, честно скажу, аналогов, точнее, им сложно найти какую-то ассоциацию в русском языке, поэтому их приходится просто запоминать. Ну, естественно, там пока самое смешное слово – это «юморка». Я думаю, что я не первый, кто скажет, что юморка.
Ну, просто в силу того, что оно такое звучит очень так экзотически. Раз. Каждый свое любимое слово татарское. Было. Не юморка. Нет, не юморка. Эй, Рене. И все, что связано с вот этими звуками, которые в русском языке вообще не используются. Вы, наверное, наверняка слышали про такой закон сингармонизма. Вспоминаем сингармонизм. Помните, значит, есть закон сингармонизма. В первую очередь, то, что приходит на ум, это слово «турында». Я его хотя знала, но когда это произнесено было из чужих уст, турында, турында, вот такое слово. А так, я не считаю татарский язык особо смешным языком. Ил, прочитайте эту фразу. Бер елда и кеяс был мы. Вау. Не зажиматься. Помнить, что вас будет смотреть большое количество зрителей, поэтому все равно себя как-то проявлять не только одежды, как я сказал, да? Пожелание, значит, прежде всего, если вам интересен татарский язык, то самый лучший способ его выучить – это как раз вместе с нами вот в нашей передаче, потому что метод, который Дмитрий предлагает, он уникален, он удобен и прост. Не бояться, спокойно, работа. Рамиля, мне нужна ваша помощь. Мне надо, чтобы вы со мной немножко перед уроком диалог получили. Давайте. Хайрле кен Рамиля. Халер ничего. Хайрле кен яхшы. Үзегезнеке ничек? Минем да яхшы. Не шлисез. Мин сезне бизендирем. Точно ведь. Кара черный же. А коричневый? Коричневый. Чуть-чуть кара. Еще одно название цвета, которое мне очень нравится. Шемехе. Фиолетовый. Фиолетовый. Шамаханская царица. Шамаханская царица, да. Хайрле кен Сергей. Хайрле киш. Мин иртеге эшке барамде. А син иртеге эшлисенме? Мин иртеге эшлим. Бих яхше. Молодец. Очень хочется сказать, ребят, не бойтесь ни в коем случае смотреть видеоуроки, пробовать, потому что я не могла произнести и двух слов на татарском языке, а когда сейчас я общаюсь с ребятами и прошу их отвечать мне на татарском языке, я начинаю понимать, что они мне хотят сказать. И это так здорово. Изучение языка – это тренировка мозга. Мозг – это единственный орган, который продлевает нам жизнь. Если мозг тренируется, значит и мы живем. Поэтому заниматься изучением языка, тем более живя в языковой среде, обязательно нужно. Возникло ощущение, может быть, оно еще пока обманчиво, что я уже начал что-то понимать из речей людей, которые вокруг меня говорят на татарском. Возможно, это пока еще мнимое ощущение, но мне кажется, вот эти занятия, они некую уверенность придают. Кадерле одногруппникелар, кадерле дуслар, кунаклар, меня месине Марина, мин татар теле Дмитрий Петров Белен, Эйренем. Welcome to Казань, ребята. Ребята, не бросьте ручки, тетрадки. Просто смотрите, впитывайте, и это легко, просто непринужденно. Весело и вообще татарча серешарга бигякши. Самое простое правило – это быть открытым всему новому, то есть узнавать как бы, по возможности как можно больше, то есть не противиться никакой информации, а учить то, что кажется новым, что неизвестно было до этого, и стараться вот как-то быть любознательным. Уже, наверное, на первых порах, вот на первых занятиях я как-то прям так, можно сказать, как почувствовала себя в какой-то семье. Мне прям кажется, что все эти люди, которые со мной изучают татарский язык, они прям какие-то родные стали. И настолько такая атмосфера позитивная, эмоций, конечно, очень много. Да. Айбет, татарский язык интересный, понятный, хорошо
конструктированный язык, я не знаю, как это описать, но все четко. Правила есть, и по этим правилам все, просто все эти аспекты вот идут по этим правилам. Поэтому он достаточно простой язык на самом деле. И что это значит? Это значит, все будет хорошо, ты держись, все будет хорошо. Если очень хорошо, то бик яхше. Вообще начала смотреть на татароговорящих людей с особым уважением. И я не знаю, как в их голове это все дело структурируется, и как они очень быстро могут сказать фразы, над которыми я думаю. Азгане. Манда. Как правильно поставить предложение. Они так... Тык, и результат готов. А я буду говорить минга, ике, кило, суган, хем, эпи, бар. Синга, нерсе, эшлерге, аши. Yes. А чего вы не хлопаете? Я сознаюсь, что надеялся что-то, чего-то ухватить и какие-то знания тоже приобрести за время проекта, но нет, не получается. Вот уши не схватывают все внимание на то, чтобы поймать, наоборот, эмоции наших героев, чтобы это было интересно и было видно, что это все не постановка, а это действительно не постановка. Ну что ж, это начало уже задушевного разговора. Так все и начинается. Ну что, мы услышали что-нибудь? Хорошо, меня зовут Сюмбике, а тебя? Ну все, замечательно. Можно на петличку повесить? А теперь все вместе, красиво и с удовольствием. С удовольствием. Минанда. Синсес пармин. Улган, Комерен, Уйнен, Каликине, Змаган. Yes. Все, что между нами было, было в настоящем времени. Пора оглянуться назад. Альфинор! Сначала как на паспорт снимемся, а потом в позах. Внимание на меня. Раз, два, три. Şal şeşen hüsende uftanma Yaskile de gide Gömer şulayde Uftanma, uftanma